Отныне мусорящих автомобилистов будут штрафовать от 10 до 15 тысяч рублей, а если авто принадлежит фирме, от 30 до 50 тысяч рублей. При повторном таком поведении штрафы увеличиваются ровно вдвое. При этом у компании, водитель который мусорит, могут конфисковать автомобиль. Новые поправки должны отпугнуть желающих загрязнить территорию. Выявлять нарушителей будут с помощью камер видеофиксации. В этой истории не придется подлавливать водителя, а внушительный штраф просто будет направлен владельцу авто. Все это предусмотрено Кодексом об административных правонарушениях. Поправки, изменения в статью 8.2 КоАП Российской Федерации, они ужесточают наказание вплоть до конфискации транспортного средства. Заниматься этими вопросами должны в соответствии с законом, с тем же КоАПом, должны органы внутренних дел, то есть органы полиции. Таким образом, надеемся, что сдвинется с мертвой точки вот эта вот проблема, связанная с выбрасыванием мусора из транспортных средств. Это хороший закон, хорошие поправки к закону. Всего в прошлом году в Назране против жителей, которые выбрасывают мусор в неположенном месте, составили более 80 материалов и передали их в правоохранительные органы. В городе еще с прошлого года установлены видеокамеры. Сейчас штрафы выросли в несколько десятков раз. В мэрии надеются, что это позволит сократить количество нарушений. С утра сотрудниками ЖКХ проведена работа, то есть вывезен мусор. Но несмотря на это, уже на улице Картоева уже собрались десятки пакетов. Сейчас мы находимся в районе Мальсаговского рынка. Здесь тоже уже накопился мусор, люди бросают. Как вот наблюдаем, есть камеры, 100% нарушителей уже будут выявлены. Естественно, мы материалы в дальнейшем будем передавать в соответствующие органы. Казалось бы, почему нельзя выставить мусорные баки там, где люди привыкли выбрасывать пакеты? На этот вопрос нам ответили так. На пересечении улицы Картоева и проспекта Базоркина стоят специально установленные баки для сбора мусора. Но, к сожалению, жители города и гости города игнорируют эту точку и просто стихийно по улице Картоева выбрасывают мусор. А те места, куда обычно стихийно выбрасывают мусор по улице Картоева, это место не предназначено для установки мусорных баков. А значит, на рискнувшего выбросить мусор могут составить административный материал. Несмотря на камеры, которые смотрят буквально в лоб, многие спокойно выбрасывают отходы. هون تنو ليلة ماركة أوز أقص شحونة خزدات زبار جرء وي ريسبوبليكير يح وي أولي تدر وي ناخ وي سبت دقير أقصر يرحن خزدات شمولية وز أقصى لاحتر سجى بديش حيث أمودات دير داخل ما كبير بي موش عدو شجات بس أنا أول تموت فيه ده هيش أساس بغديس هنقول ماشي واجه موش عدو شو نشتغل شكو دير إيش بيجي موك شكو دير أموتر بق وقت شو زمي شو بيرو أتجاؤل حقيقي داشر ده إيش بيمشي دولة بي مخدك خبر تنو خبر. За вывоз отходов нужно либо платить экокомпаниям, либо доносить до мусорных баков. Третьего не дано. В противном случае придется платить большие штрафы. А жители, в свою очередь, надеются, что площадок для санкционированного выброса отходов станет больше. Зелимхан Калоев, Адам Далаков, Новости 24.